вами программа «Тулга». В эфире Мадина Куаншказе. У нас сегодня в гостях всем известный журналист Сандуваш Дусенова. Добрый день. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, спасибо. Вы известный журналист. Мы бы хотели узнать, как ваша карьера начиналась. Вообще, я хотела быть юристом. Если точнее, хотела быть судьей. Поехала в Алмату, это был 88 год. Хотела поступить в Казгу на юрфак. Но время было тяжелое, я не поступила. Провалила. То есть конкурсный отбор не прошла. Три экзамена сдала хорошо. До сих пор помню, 11 баллов набрала, но не прошла по конкурсу. Ну, решила не уезжать с Алматы, остаться. Устроилась на работу. И как попыталась, скажем, счастье. Каждый год, 2 года подряд пыталась счастье поступить. Но за это время успела уехать в Ленинград. Там получить образование. И тот багаж знаний, который мне дали в Ленинграде, ну, сейчас Санкт-Петербург, оттуда я приехала и начали, да? Свободно я поступила в Казгу, да. Хорошо, спасибо. Также все знают не только вас как журналиста, но и как критика. И человека, который, можно сказать, выступает за народ и от имени народа. Насколько вы оправдываете надежду народа, как вы думаете? Честно? Честно. Иногда не оправдываю народ. Почему? Потому что, вы знаете, я пока зависимый человек. Я работаю в газете «Время», я региональный журналист. Я должна при всем желании придерживаться политики моей газеты. Вот, и любая статья, которая выходит в газете, она согласовывается, прежде чем я иду ее добывать, писать, расследовать. Но самое главное, я вам так скажу, мне все-таки удается доказать 80% всех заявленных тем, и у меня эти статьи берут. Но к моему великому счастью сейчас появилась соцсеть. И то, что мне не дают, то есть как у меня не получается опубликовать на страницах своей газеты, я, естественно, стараюсь размещать в соцсетях. Да. В принципе, можно сказать, да, на 100%, да, я себя реализовываю. Также следите ли вы за решением вот этих проблемных публикаций? Конечно. Любая журналистика – это не игра обычная. Взял, написал и забыл. Любая статья, да, надо будет, любую статью, прежде чем писать, ты же хочешь, чтобы эта проблема решилась. В основном мы же поднимаем проблемный вопрос. Если после первой публикации эта проблема не решается, мы повторяем, возвращаемся к напечатанному. Есть такой стиль журналистики. Возвращаемся к напечатанному, идем туда, разбираемся. Пока этот вопрос не решится, я от этой темы не отстаю никогда. Бывает, темы решаются, мы пишем, да, спасибо большое, тема решилась. Надо отслеживать любую публикацию, которую мы публикуем на страницах газеты, даже в соцсетях, везде, всюду. Но в основном решается, 80% решается, можно сказать. Замечательно. Ну, я думаю, это немалый процент. Вот эти ваши проблемные публикации, но они, наверное, как-то недовольство властей вызывает. Каковы их действия в таких ситуациях? Вы знаете, любой чиновник, тот или иной государственный служащий, он в душе понимает, что я права, что народ заслуживает должного внимания. Они понимают, но есть в силу различных обстоятельств он это не может сделать. Например, скажем, вот система, давайте возьмем сегодняшнюю газификацию города, да? Всегда проблема, почему улицы разбиты, почему газ не проводят, да, почему дороги не подсыпаны, почему асфальт не там положили. Очень много претензий, но он не может мне объяснить, что это не его вина, что тендер вовремя не разыграли, денег вовремя не выделили, что зима наступила. Если бы все зависело от вот этого обычного чиновника на местах, да, он бы с этим со всеми справился. Просто есть способствующие вещи, которых он не в силу решить. Они относятся хорошо. Не было такого, чтобы после моей критики кто-то на мне показал, сказал, вот ты такой-сякой неправильный материал делаешь. Не было такого. Спасибо. Также нам известно, что в то же время вы организовываете разные социальные проекты. Да, мне нравится. Можно ли узнать цель этих проектов?
Вы знаете, я вот утром встаю, да, вот не поверите, вот мои коллеги, которые со мной вместе идут, как мои единомышленники знают, я утром встаю, вот вы не поверите, я всегда хочу сделать добро людям. Понимаете, вот встаю и говорю, что бы сегодня сделать хорошего? Так, так. И придумаем различные проекты. Это почему мы придумываем? От того, что я буду говорить, кричать везде, что плохо, 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 лучше не станет. Поэтому мы решили своим коллективом один раз утром встать и делать добрые дела людям. Показать, что вся жизнь не заключается в критике, очернении чьей-либо репутации, а дело можно повернуть в то русло, ну, позитивное. Много проектов. Я даже, что самое интересное, из всех проектов, которые Жетісудың жеті батыры, мы отдали управление внутренней политики. Другие вот проекты, конкурс талантов, мы отдали управление культуре. Они сейчас будут этим заниматься. Потом на 8 марта мы акции проводили. Отдали молодежка, теперь молодежь занимается. А еще мы молодежи отдали фестиваль Жетісу Стайл. Это тоже была наша идея, потому что у нас не было таких средств больших. И вот у меня вот коллега сидит, Алия. Вот она не даст соврать. Мы весь проект отдали молодежи, чтобы они это реализовывали. Это то, что я сейчас вспомнила. А то, что 10 добрых дел мы всегда делаем. Например, обычно я ее делаю к Новому году. Кстати, она уже вот начинается. К Новому году, к Наурызу, к 1 маю. Вот к сезону, каждому сезону года я посвящаю этот проект, и мы работаем. Сейчас на подходе у нас еще где-то 5 проектов, которые мы сейчас хотим все-таки реализовать. Главное, мы начинаем. И замечательно. Вы даете начало, и и остальные уже подхватывают, да? И мы можем это отдать людям, у которых есть деньги, средства. Идеи каждый день возникают, поэтому нету... И мы не жадные. Хорошо, спасибо. Также вы всегда ездите по районам, также по окраинам и показываете проблему. И нам интересно, насколько трудно всегда находиться в командировке. Вы знаете, когда я покупала свою машину, там было 40 километров, всего лишь 40 тысяч километров. Сейчас у меня на спидометре, я на машине уже 3 года, как у меня, сейчас на спидометре 265 тысяч километров. Это за 3 года, получается, я объехала 200 тысяч километров. Это значит почти вокруг, можно чуть-чуть сказать, вокруг шара чуть-чуть. Почему? Потому что я не могу сидеть, я не могу объяснить сейчас, да, я вот пыталась и себе понять, я не могу сидеть на месте, потому что, вот я просто скажу, я вчера болела, дома лежала, не могла никуда выйти. В воскресенье я была в Копале, в субботу я была в Каратальском районе, в пятницу я была в Вилийском районе, там же я была в Копчегае, там же я была в Алмате, там же я была в Талгаре. За день? Да. За пятницу, субботу, воскресенье, за 3 дня я объехала 4 района. А, еще в Жансугурово я была. В Жансугурово еще я была. 5 районов. И как вы успеваете все это? Успеваю. Желание есть. Ну, конечно, ездить. если есть желание, можно Потому сделать что всё. я поняла, что людей надо слушать. Самое главное. Если даже у тебя в руках ничего не будет, да, вот на будущее, да, журналист, ты просто можешь этого человека выслушать, и все, ему станет легче. То же самое я советую всегда чиновникам. Вы просто выслушайте людей. Просто ничего не надо, просто надо сесть и с ним его послушать, и все, достаточно. Это уже 50% решения проблем. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Также нам известно то, что вы открывали прессу «Желтая газета». Да. Почему она закрылась? И Вы расскажите знаете, про нее. 12 миллионов тенге я туда вложила. Единственное из этого приятно, то, что люди в это время 2 года были заняты, трудоустроены, получали заработную плату, причем немалую. Так, заместитель у меня получал почти 170 тысяч, обычные журналисты получали 60, где-то 70 тысяч. Хорошая зарплата у всех была. Почему я закрыла? Потому что тяжело сейчас содержать газету. Спонсоров не было. Спонсор отказался через
2 года. И то я сама от него отказалась, потому что газета не приносила прибыль. Почему? Потому что чтобы она приносила прибыль, должна быть реклама. А реклама не пошла. И тем более в то время сразу соцсети появились. Я пожалела, что я эти деньги потратила на газету, а не на соцсети. Потому что сейчас никто газету не читает. К сожалению, я боюсь, что когда-нибудь все газеты исчезнут. Я бы, конечно, не хотела, чтобы газеты мы искали только в музеях, если честно. Да, конечно. Также мы знаем, что вы работали в телевидении, а сейчас являетесь журналистом газеты «Литр» и «Время». Газета или телевидение? Что вам ближе? Телевидение. Почему я не стала работать на телевидении? Я работала на телевидении. Да? Телеканал Житсу 2 года работала. То есть год я работала, они меня не захотели взять в штат. Потом один чиновник увидел меня на экране и сказал, говорит, уберите ее отсюда. Кстати, этот чиновник сейчас уже на пенсии. Я всегда говорю, чиновники приходят, уходят, а журналисты никогда. Они остаются всегда с пером. Ну, это был полезный опыт. Почему? Потому что я научилась себя вести в кадре. И самая главная проблема, я некоторые слова не могу выговорить правильно. Да? Да. Да, как тяжело мне. Вот бывает же вот русскоязычные не могут говорить, не могут. А вот я не могу, да, вот сейчас скажу, Иоанна Богословская церковь. Я неправильно говорю. Надо говорить Иоанна. Ну, то есть, Богословская церковь. да, вот, Телемгемите. И поэтому я решила лучше писать. Хорошо. Тем более... У вас это замечательно получается. Спасибо. Каким должен быть журналист? Ваш совет студентам мы хотим услышать. Человечным. Первый. В первую очередь ты должен быть человечным, сопереживающим. Это второе качество. Я не буду говорить честным, потому что время такое тяжелое. Порядочным и принципиальным. И самое главное, вот когда, чтобы человек перед зеркалом на себя смотреть и говорить, я смелый. Самое главное, я смелость ставлю в последнюю очередь даже, но я иногда, вот говорю же, я иногда боюсь, что я ничего не боюсь. Страх должен быть. Страх – это очень хорошее качество. Иногда, конечно, мы забываем, но страх в итоге, если как бы не бояться, то можно завтра иски в суд получить. Вот это главное. И еще о каких ваших работах мы не знаем? Которые вы скрываете или планируете? Я могу вязать. Да? Да. Да, Не ожидала. я очень хорошо вижу, правильно я говорю? Я умею плести щи. Вот вы, наверное, не знаете, что это такое. Щи – это вот... Да, это вот... Щи. Вот это, знаете, вот... Она растет в пустыне, вот эти. Из них веники делают же, из них я умею вести полотно. Плести полотно. Так умею. Потом я люблю кушать, готовить. Ну, в последнее время мое время очень дорого стоит, поэтому я ее экономлю. А вообще я очень вкусно кушать готовлю, никто не верит. Единственное, я не умею это тесто месить. Так, потом, ну все, спортом занимаюсь, это все знаете. Люблю животных, очень сильно люблю животных. Мне прям иногда вот сердце болит, если издеваются над животным. Не могу смотреть таких. Не люблю смотреть фильмы ужасов, потому что, ну, не люблю я. Я не люблю, хотя я смерти не боюсь. Были ситуации, когда я из машины вытаскивала мертвых людей. Я не боюсь на тот момент вот прийти к людям на помощь, вот даже если это человек мертв, да, но само вот это... Потом она, конечно, на мне очень плохо отражается. Ну, как и женщина, люблю плакать, ругаться. Все, спасибо большое за интервью. Мы были рады вас приветствовать в нашей студии. Спасибо большое. И благодарны, что уделили нам время. Спасибо.